Пускай резко. Терпкий запах пороха, грохот орудий и боевой настрой. Так на полигоне Цабал проходят плановые учения с резервистами. Под проливным дождем бойцы изучают методику и приемы стрельбы. Они вспоминают все, чему обучались ранее, доводя движение до автоматизма. И все это под руководством военнослужащих с большим боевым опытом. Выстрел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 оглушает, но никто из бойцов даже не вздрагивает. Всего на полигоне функционирует 7 учебных точек. Занятия проводятся по всем предметам боевой подготовки – инженерной, огневой и медицинской. Учитывая стратегию боевых действий, часто ранения происходят в верхних нижних конечностей. Это в первую очередь наложение жгута, обезболивание пациента, фиксирование нижней конечности, точнее, если быть иммобилизацию, то есть оказание первой помощи и дальше уже направить его в следующий этап. Это наша основная цель. Масштабные учения объединили в себе все элементы, которые могут пригодиться в реальных боевых условиях. Один из них – изучить порядок обращения со штатным оружием. Далее мы одеваем короб, далее ленту, обратно пускаем, выстрел. Учения с резервистами проводятся в республике с 3 октября. Сегодняшний этап объединил запасников Тхуарчалского района. Министерство обороны проводит подобные учения регулярно, однако в этом году они носят более масштабный характер. Учения завершатся 27 октября. Сегодня проходят плановые учения. Присутствует территориальная оборона и резервисты. Сегодня проходят теорию и на практике тоже показывают боевые стрельбища по стрелковому оружию, по тяжелому РПГ, АГС, минометы. Обучение проходит в 2 этапа. Это 4 и 5 октября, потому что полигон сразу не может принять столько резервистов. Все резервисты, которые были на учении призваны, все они присутствовали, сбор был полный. Оценка, можно сказать, удовлетворительная. Такие учения надо проводить чаще. И желательно, чтобы эти учения проходили тоже по месту. То есть, скажем, из Спарчевского района, желательно тоже и там тоже учения проводить. В результате учений военнослужащие получили практику в подготовке подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а также повысили боевой и моральный дух. Эсма Гуланзе, Раму Камке, Абхазское телевидение.